Здравствуйте. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. В Уфе подняли вопрос размещения в санатории владельцев собак-поводырей. На круглом столе по теме социальной поддержки инвалидов это обсуждалось, комментировал эксперт нашего сегодняшнего эфира. Это Флюр Нулагаянов, президент Российского спортивного союза инвалидов, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, фракция «Справедливая Россия». Флюр Нулагаянович, я думаю, что вам есть что сказать. Гузель Велисовна, это председатель общества Актырнак, владельцев собак-поводырей, обратилась с этим заявлением. Как прокомментируете? Ну, первое, это круглый стол как этап некого подведения тех мероприятий, тех мер, которые принимались в республике в год заботы о людях с ОВЗ. И она действительно, я уже с ней не раз встречался. Первый раз мы с ней познакомились в апреле этого года, когда был день собаки-поводыря. Действительно, люди незрячие сталкиваются с дискриминацией при транспортном обслуживании. Вот она сказала, что в течение часа ждала такси, такси приезжало и отказывало по основаниям, что такси не для перевозки собак. Они хотят отдохнуть, получить санкур-лечение, но их тоже не размещают вместе с собакой. Хотя собака, как бы это грубо ни звучало, техническое средство реабилитации. Это так же, как коляска у меня. Медицинское назначение. Да, но это и друг, это помощник во всем. И поэтому вот эту дискриминацию надо устранить. Тем более в Кодексе об административных правонарушениях штраф достаточно серьезный для юрлиц. Почти 300 тысяч рублей. Вот не хотелось бы кошмарить бизнес, в том числе санаторно-курортный, да, но если вот эту ситуацию не исправят, придется прибегать к таким жестким мерам с помощью прокуратуры. Ну, для наших зрителей, незрячих, кто владеет собакой-поводырем, это такая хорошая новость. У нас запускается социальное такси, и они включены в перечень тех, кого это такси будет возить до ветеринарной клиники, например. Ну, мне кажется, вообще вам в течение этого года очень много жалоб поступает, над которыми нужно работать. Вот как вы думаете, прежде всего, вот, чего касаются эти вопросы? Ну, собственно, этот год и объявлялся главой республики с тем, чтобы посмотреть, насколько в полной мере реализуются те меры поддержки, которые выработаны на федеральном уровне, на региональном уровне, с тем, чтобы мы смотрели, что нам нужно доработать, что улучшить, с тем, чтобы действительно люди ощущали на себе заботу государства и сами могли, главное, сами могли себя реализовать во всех сферах жизни общества. Есть, конечно, жалобы по поводу и прохождения подготовки направлений на МСЭ. Иногда люди месяцами проходят эти медкомиссии, обследования, с тем, чтобы медицинские учреждения направили соответствующие документы в Федеральную службу медико-социальной экспертизы для получения инвалидности. Вот. Есть, конечно, жалобы по адаптации жилья. Зачастую комиссии, которые действуют при муниципалитетах, выносят решение о экономической нецелесообразности адаптации жилья. Вот. Ну, поскольку действительно жилищный фонд старый, да, новое строительство, конечно же, по новым требованиям законодательства обустроить так, чтобы беспрепятственный доступ был и в жилые помещения, и в различные другие социальные учреждения. Вот. Но я думаю, что на предстоящее заседание Координационного совета по делам инвалидов при правительстве республики более детально рассмотрят те вопросы, которые как раз не дорабатываются, с тем, чтобы мы по итогам года сделали существенный прогресс для того, чтобы люди чувствовали на себе заботу и государства, и общества. Вам, как депутату фракции «Справедливая Россия», насколько легко удается лоббировать интересы людей с инвалидностью? Ну, хотя я и в другом комитете по жилищной политике. Но это тоже очень важно. Да, вы можете контролировать строительство. Да, это очень важно. Да, действительно, и в рамках республики реализуются различные программы. Там и комплексный ремонт подъездов, и капитальный ремонт многоквартирных домов, где тоже должны учитываться условия, требования по доступности. Башкирские дворики те же, да. Вот, так что... Не просто, но мы, в общем-то, органы государственной власти откликаются. Вот в начале года там министр внутренних дел республики делал отчет перед парламентом. Я задал ему вопрос и попросил. Очень многие жалуются на то, что парковочные места для людей с инвалидностью заняты. Вот. И он дал поручение, мы с ГИБДД сделали рейд по этим парковкам. Конечно, я хотел бы, чтобы это не было эпизодически.
Тут еще нужно центры организации дорожного движения приучить к тому, чтобы они с помощью мобильных средств фиксации эти нарушения фиксировали и отбить охоту у людей, которые управляют обычным транспортом, не занимать места специализированные для людей с инвалидностью. Очень важно, чтобы и телевидение, и СМИ подключались к этому. Вот мы рейд прошли, но как раз одно из поручений в рамках года заботы о люксе ВЗ было разработать ряд роликов, социальных роликов. К сожалению, я их не вижу на телевидении. Ни одного ролика, кроме ряда передач, очень ценных передач. Простые истории. Честно говоря, передача Руслана Шарафутдинова. Там еще дознание. Вот. Ну, в рамках программы телецентра мы тоже очень часто об этом говорим. Безусловно, да. Но, вы понимаете, социальные ролики, наружная реклама и это, знаете, они больше воздействуют. Не все смотрят передачи, а когда ролик крутится в течение дня там, 5-6 раз по телевидению, все-таки человек фиксирует на этом внимание. Хотелось бы верить, чтобы на людей вот такая информационная даже, я не скажу атака, а вот информационные такие материалы действительно по-хорошему влияли. И мне кажется, что с вашей поддержки это тоже очень важно, потому что напоминать, как выясняется, действительно нужно. Люди об этом забывают. Я даже не знаю, как объяснить, почему человек паркуется там, где ему парковаться нельзя, и в это время может подъехать человек на коляске, которому действительно очень трудно. Вот вы как вообще считаете, как оцениваете, насколько сегодня общество меняется по отношению к людям с инвалидностью? Я отношусь к той категории людей с инвалидностью, которые чувствуют прогресс в этом направлении. То, что было 30 лет назад, конечно же, это ощутимо меняется общество. Если раньше, вот я уже 40 лет на инвалидности, да, проходя по улице на палочках, это было лет 30 назад, мама ведет ребенка, да, и ребенок любопытный же. Мама, вон дядя с палочками идет. Она убирает ручку, говорит, нет, не показывай, не говори на эту тему. Понимаете, это запретная тема была. Тема инвалидности – это запретная тема. Не смотри. Не смотри, да. Это не то, куда надо смотреть. Это вообще тема запретная. Поэтому прогресс значительный. Сегодня, раньше, вот неприятно, когда я захожу в магазин, мне открывают дверь. Когда я захожу в подъезд, мне открывают дверь. Люди чувствуют. Раньше вот такого не было. Да, раньше очень много было по-другому. И неслышащие люди очень жалуются на то, что раньше они вообще боялись жестовым языком общаться, потому что их начинали дразнить. Вот как это вот сегодня над этим можно смеяться? А лет 10-15 назад это было так. Ну, слава богу, вот на волне тех демократических процессов, которые происходили в 90-х годах, да и вообще мировое сообщество-то много проводило мероприятий, начиная с того, что в 1980 году Организация Объединенных Наций объявила 80-е, 90-е годы десятилетием инвалидов. Вот, были приняты значительные акты на уровне Организации Объединенных Наций. Один из последних документов принят в 2008 году, Конвенция о правах инвалидов, который значительно поменял и наше российское законодательство. Поэтому вместе с законодательством меняется и общество. Мы часть общества, и поэтому вот это все играет на гармонизацию общественных отношений. Я не люблю, честно говоря, фразу «это может коснуться и вас, будьте поэтому милосердны». Не люблю эту фразу, честно говоря. Просто общество разнообразно. Мы иногда можем удивляться тому, что может сделать человек с инвалидностью. Незрячий, которые общаются с помощью жестового языка. Они прекрасно танцуют, они артистичны, красивые девушки. Наши ребята могут подняться на горную дистанцию, и совершать еще какие-то поступки. В общем, это только обогащает наше общество, делает его более гуманным, и это будет чувствовать каждый из нас. Универсальная фраза, я уже как аксиому повторяю ее, то, что доступно для человека с инвалидностью, становится комфортным для всех остальных. Что касается этого года, очень важный год для вас, как для человека, не обязательно даже как для депутата. Вот скажите, пожалуйста, я думаю, что вы согласитесь с тем, что не все успели, но, по крайней мере, большой шаг сделан. Да, я думаю, что более детальный анализ тех просчетов, может быть, даже недоделок, будет сделан в кабинетах. Да. И как раз круглый стол, который состоялся сегодня в парламенте, он как раз был нацелен на то, чтобы больше сфокусироваться на проблемах, которые есть. Вот. И это год только толчок к тому,
чтобы мы делали ежегодно прогресс в этом направлении, и люди как можно больше могли реализовать себя в повседневной жизни. Что касается Российского спортивного союза, какие планы? Ну, я возглавляю его до сих пор, будучи работающим в Москве. 27 лет я проработал в Москве, вот 2 года назад вернулся в Уфу. Посчитал то, что было сделано на общероссийском уровне. А хочу подчеркнуть, что многие проекты, которые сейчас реализуются на общероссийском уровне, мы создавали здесь, в Башкирии. Даже работая в Москве, многие методики, революционные мероприятия апробировали здесь в республике. Вот, и поэтому я хотел бы, чтобы здесь в республике многие те наработки, которые были сделаны, были реализованы. Главное, что, вы знаете, прошел форум «Ломая барьеры». Мы традиционно демонстрировали свои проекты. Это Туриада, которую мы проводим на Ярюзане, реке Ярюзань, уже последние 12 лет. И парусные регаты на Павловском водохранилище. А это Анна Цивилева обратила внимание как раз... Да, подошел глава, подошла председатель Государственного фонда защиты Отечества Анна Цивилева, генеральный директор агентства социальных инициатив. Вот. И Анна Цивилева очень живо среагировала, очень живо. Там мы же демонстрировали и наш мобильный скалодром. Там Руслан Галин показывал, как он при отсутствии обеих конечностей преодолевает эту вертикаль. Вот. Она очень живо среагировала, дала поручение, чтобы в следующем году мы провели здесь вот парусную регату. Тем более парусный катамаран – это не такое дорогостоящее средство. Понятно, в рамках семейного бюджета дорого, но если объединять государственные и внебюджетные источники, он стоит 400 тысяч. Мы можем собрать хорошую команду как в республике, ну и провести всероссийского уровня регату. У нас есть хорошие... Вообще республика обладает хорошим туристическим потенциалом. Будем развивать туризм дальше. Да. Теперь уже и для людей с ограниченными возможностями здоровья. И ветеранов СВО. Главное, что это будет для ветеранов СВО. Спасибо огромное, Флюр Фаткулгаянович. Я думаю, что работы теперь вы уже обеспечены точно. На следующий год, год заботы о людях с ОВЗ для вас будет продолжаться. Да. Дорогие друзья, Флюр Нурлгаянов, президент Российского спортивного союза инвалидов, заместитель председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, был гостем проекта «Интервью». Но у нас на сегодня все. Оставайтесь на БСТ.